Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах наставит на истину, тот идет по прямому пути, а кого Он собьет с истины, не найдешь для него наставника. Я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, который донес послание, выполнил возложенную на него миссию, наставил общину и через него Аллах удалил печаль. Да благословит его Аллах и приветствует. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. О Аллах, мы просим Тебя укрепить в наших сердцах богобоязненность и вести нас в рай без наказания и расчета. О верующие! Всевышний Аллах, благословен Он и возвышен, говорит: не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. О Аллах, не делай нас нечестивыми или распространяющими нечестие на земле, о Господь миров. О верующие! Всевышний Аллах сообщает нам, что Он привел в порядок землю и запретил нам портить этот порядок своими руками. Всевышний Аллах сказал: зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки. О люди веры! Поистине, испорченность бывает разных степеней и видов. И одним из таких видов порчи занимается множество мусульман каждый день и ночь. И об этом слова Всевышнего Аллаха, благословен Он и возвышен. Но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители, братья дьяволов. А ведь дьявол неблагодарен своему Господу. Также говорит Всевышний Аллах: ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует. О люди истины, о последователи сунны, о люди веры! Возможно, кого-то из нас настигнет нечто подобное, откуда он и не ждал. Как же это? Ты можешь увидеть некоторых мусульман, которые остерегаются совершать непристойности, не пьют опьяняющих напитков, не курят, не пожирают имущество сироты, но невнимательны к расточительности. Расточительство и транжирство относятся к испорченности. Возможно, мы видим испорченность других и забываем о себе, когда бываем расточительны. Что же такое расточительство и транжирство? И действительно ли мы совершаем их порой? Да, и мы просим Аллаха простить нас, приносим Ему покаяние и просим наставить нас до самой смерти. Расточительство бывает двух видов. Первое – трата имущества на запретное. Это будет считаться расточительством даже при трате 1 реала или же 1 часа времени, так как потрачено на греховное. Второй вид – расточительства и транжирства в разрешенных вещах, если мы перейдем допустимые границы. Но мы перешли эти границы, и потому под порчей на земле подразумевается расточительство и транжирство. Так Всевышний Аллах сказал: ешьте, и еда дозволена нам, пейте то, что дозволено, а затем сказал: но не излишествуйте, даже в дозволенном. Ешь и готовь то количество еды, которое будет необходимо тебе и твоей семье. Как много сегодня мы готовим еды, из которой лишь половину съедаем, а остаток выкидываем в мусорные ведра. Покупаем одежду и мебель для дома за 3000 реалов, хотя хватило бы и за 500. А остальные 2500 тратятся на показ. Для дома нам достаточно электричества в нескольких комнатах. Но освещаем каждый уголок и даже внешний двор без какой-либо нужды в этом. Лишь для того, чтобы люди сказали, что у нас красивый большой дом и мощный забор. Значит, даже небольшое расточительство – это один из видов порчи на земле, которого мы должны бояться в судный день. Расточительство и транжирство в трате денег, еде, электричестве, в воде и даже, о рабы Аллаха, оно бывает, как мы видим сегодня, в порче и выкидывании бумаги. Откуда берется бумага? Из переработки деревьев. Каждый листок бумаги, разорванный нами просто так, будто порча нами деревьев, которые Аллах вырастил в земле.
И то, что мы видим с приходом зимы, в каждом доме закупаются дрова. Для чего? Неужели есть нужда топить дрова в каждом доме? Это всего лишь желание роскоши. Вырубаем деревья и продаем их зимой. Это относится к роскоши. Они нужны тем, кто живет в пустыне, в палатках, тем, кто живет в холодном климате. Но ты видишь у каждого во дворе охапку дров для разведения огня в доме. Это делается для развлечения. Тратятся деньги на это. Может быть, это делается осознанно, а может быть и нет. Потому мы обязаны быть осторожными. Для чего? Потому что расточительство и транжирство порча на земле. Наказание за него будет уже в этом мире, но также и расчет в судный день. О Аллах, мы просим у Тебя защиты от того, чтобы быть нечестивыми или распространяющими нечестие и исправить наше положение, положение наших земель и остальных земель мусульман. О Аллах, прости нам всем. С именем Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проходил мимо Са'да ибн Абу Вакаса, когда тот совершал омовение и сказал: «Что это за расточительность?» Тот спросил: «Неужели при совершении омовения есть расточительность?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да, даже если ты находишься у протекающей реки. Если это относится даже к омовению, которое является поклонением, и вместе с тем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил в нем расточительность, что тогда сказать о мирских делах, когда средства тратятся на запретные? Доведите до своих женщин и детей, что если мы потратим хотя бы 1 реал на запретное или же допустим чрезмерство, то может быть наказанием за него в этом мире будет то, что Аллах не даст благодати в оставшихся средствах. И мы уже видели подобное, как много расточителей превратились в бедняков и стали просить средства у людей по причине расточительности. Эта расточительность, о рабы Аллаха, как я уже упомянул, сегодня так распространена, что бывает даже в воде и электричестве. И можно встретить мусульман даже в мечетях, которые на полную открывают краны для омовения. Почему? Потому что они не платят за воду. Ее оплачивает мечеть. Это ложится на Министерство по делам религии. Открываем на полную краны и совершаем омовение. Разве это не относится к расточительности? Разве мы не знаем, о рабы Аллаха, что сейчас мы, возможно, приближаемся к войне, которая называется водной? Сегодня источников пресной воды, которые так необходимы, очень мало в странах Ближнего Востока. Очень редки. Сегодня мы полагаемся на воду, опресненную с помощью электронасосов. Хорошо, а что если не будет электричества? Возможно, завтра с ними что-то случится, и пресная вода перестанет поступать. Разве тогда мы не будем ее беречь? Может, стоит это сделать, прежде чем на нас пойдет наказание Аллаха, благословен Он и возвышен. Это все о воде, которую мы пьем и которой моемся. Я говорю об этой воде. А пророк, да благословит Аллах приветствует, говорил о воде, которой мы совершаем омовение. Не расточительствуй, даже если ты находишься у протекающей реки. О рабы Аллаха, поистине умный, понятливый человек знает, что бережливость, особенно в использовании воды и электричества в доме, является скрытным поклонением. Об этом твоем поклонении не знает никто, кроме тебя и Господа миров. Стремись к этому поклонению, знай, что оно между тобой и Аллахом. Его не видят люди, ты не показываешь его. Оно между тобой и Аллахом, в твоем доме, в твоем офисе, на работе. Приближайся к Аллаху и говори: «О Господь, это поклонение, через которое я приближаюсь к Тебе. Я не излишествую в трате воды или электричества ради Твоего довольства, а люди и не знают об этом. Я хочу скрыть это от людей, чтобы Ты принял его от меня». Я прошу Аллаха исправить положение мусульман. О Аллах, избавь нас тем, что дозволено от того, что Ты запретил. О Аллах, сделай так, чтобы нам было довольно Тебя. О Аллах, исправь паству и пастыря. О Аллах, обезопась нас. О Аллах, убереги нас в наших странах. О Аллах, возвеличь нас и не возвеличай наших врагов. Покажи нам истину истинно и надели нас следованием ей. И покажи нам ложное ложным и убереги нас от следования ему. О Аллах, исправь наших правителей, объедини нас на истине. О Господь миров, о Аллах, убереги нас от зла наших врагов. О Аллах, дай нам благочестие и богобоязненности. О Аллах, веди нас в рай и отдали нас от ада. О Аллах, объедини нас с нашими родителями, супругами и потомством с высших садах рая. О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада.